Добрый вечер. Программа ДВН. Впервые за всю историю нашей редакции мы работаем в Комитете государственной безопасности. И вот сейчас беседуем с представителем комитета Шестаков Сергей Николаевич. Мы просто попросили о встрече, дабы ответить на несколько вопросов, чтобы как-то раскрыть ту занавес таинственности, которая была присуща определенное время, было связано с работой этих органов. Сергей Николаевич, в пределах возможного ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Вопрос первый. Кому на территории нашего городского совета подчиняются ваши органы и перед кем, так сказать, они ответственны? Вопрос поставлен очень прямо. Значит, на территории нашего городского совета мы не подотчетны ни совету, ни тем более горкому партии. Значит, мы являемся структурным подразделением Комитета госбезопасности Республики Якутской СХ-ССР. И поэтому, значит, по подчиненности, значит, у нас главенствует Верховный Совет Республики. Сергей Николаевич, Центральное пресса телевидение в последнее время очень бурно обсуждает вопрос создания Российского комитета безопасности. Это единственная республика, как у нас, как выяснилось, которая не имеет своего комитета. Ваше личное мнение как руководителя городского комитета вот в этом вопросе? Городского отдела. Городского отдела. Ну, наверное, это желание всех сотрудников Комитета госбезопасности Республики, тем более нашего отдела, и мнение о том, что Российский комитет должен быть, вот, органы власти России должны быть. Это, значит, наше мнение, наше желание. Значит ли это, что будут набираться новые структуры или какая-то часть определенная союза перейдет просто в Россию? Ну, вопрос, наверное, немножко не по адресу. Это вопрос нашим законодателям, руководителям Верховного Совета России, решать вопрос, или часть структур Комитета госбезопасности СССР перейдет в подчинение Российского комитета, или же будет сделан новый набор, это будет решать. Отвлечемся, значит, от проблем России, Республики, Союза. Мы телевидение городское, и поэтому, наверное, вот в этом плане мы продолжим нашу беседу. Чем на территории нашего городского совета занимается ваш отдел? Какие вопросы вот вы решаете? Ну, для того, чтобы представить в целом картину, что такое Комитет госбезопасности, значит, мы должны четко представить в производстве воздушной съемки, что запрещено пока, значит, законодательными актами Союза СССР. Ну, эти моменты были задокументированы. Ну, еще и о других мелких наблюдений, которые помогли нашим, значит, московским коллегам, значит, лучше построить свою дальнейшую работу по этим лицам. Вот западные разведчики, если их можно так вот назвать, они чувствуют, что на территории нашего района не могут работать так вот безнаказанно, как вы считаете? Они вас вычисляют, если так говорить? Ну, вычисляют или нет, сложно сказать. Должны вычислять, должны чувствовать. Потому что ни для кого не секрет о том, что у нас такое подразделение в городе Нерюнгри существует. Поэтому, значит, иностранцы владеют этой информацией и, конечно, предпринимают все меры для того, чтобы явно не демонстрировать свои интересы, не показывать свое отношение, допустим, к спецслужбе, так, или, так сказать, маскировать, разбивать, допустим, свою проблему, которая их волнует, на мелкие подвопросики, запускать, допустим, их выяснение через многих лиц, или у многих лиц попытаться выяснить то, что их волнует. Ну, наша задача, конечно, не показывать своих ушей. Скажите, пожалуйста, жители нашего города, а наши телезрители, вот, допустим, они часто обращаются к вам с какими вопросами? Если обращаются, то какие наиболее такие вот животрепещущие вопросы их волнуют? Ну, вы знаете, обращения бывают довольно-таки частыми, как ни странно. И особенно в последнее время вопросы самые разнообразные, относящиеся к нашей компетенции. Это прежде всего по реабилитации родственников или непосредственных участников того сложного периода 30-х годов. Значит, таких обращений было за последний примерно год, ну, более десятка.
Значит, здесь мы максимально выложились, что ли, чтобы помочь людям разобраться, значит, уточнить судьбу родственников. Вот. Значит, ну и бывают не совсем наши, что ли, вопросы, с которыми обращаются люди за защитой от вымогателей, ну, обращаются и по другим. А почему именно к вам? У нас же существует городотдел милиции, допустим. Но этим вопросом Ваши люди мы интересовались. Значит, почему же именно к нам? Вы знаете, иногда приходится слышать буквально человеческий крик. Вот, крик о помощи, помогите, ходили туда, ходили сюда и нигде не получили ни помощи, ни поддержки. Значит ли это, конечно, что... просто мы реально, может быть, и не можем решить тот вопрос, с которым к нам приходит человек, но, может быть, чисто человеческое участие, чисто человеческое отношение, что ли, со стороны наших сотрудников, я полагаю, что это... Можно ли это, допустим, определенный ореол. Расценивать вот этот факт, что ваши люди, они в профессиональном плане подготовлены лучше, чем люди отдела милиции, допустим? Ну, я бы не хотел говорить о какой-то низкой, может быть, подготовке сотрудников отдела милиции. Это, наверное, будет очень неправильно сделано. Так? Вот. А то, что в профессиональном плане у нас работают сотрудники подготовленные, ну, взять хотя бы чисто образовательный уровень. То, что практически все сотрудники имеют высшее образование, хотя это не показатель в наше время, вот, имеют специальную чекистскую подготовку, ну и, в общем-то, значительный жизненный опыт уже. Вот. И, может быть, в отличие от наших коллег по милиции, может быть, ну, чуть-чуть располагают большим временем. Вот, чтобы выслушать человека внимательно и попытаться помочь. Вот в нашей предварительной беседе вы затронули такой вопрос, что в последнее время наши доморощенные, новоявленные коммерсанты, которые пытаются выйти на зарубежный рынок, не всегда подготовлены, чисто в экономическом плане, и поэтому какой-то наносится определенный ущерб нашему государству, чисто в экономическом плане. То есть за копейки продается сырье, там, я не знаю, заключаются не совсем грамотные сделки, какие-то договора заключаются. Ваша служба в этом плане занимается? Да, это одно из направлений нашей работы, защита советской экономики. И здесь, конечно, не только, значит, вопрос в том, что мы теряем при работе с иностранным партнером, это одно из направлений, но и нас интересует проблема, что нам предлагает иностранный партнер. Ну, прежде всего, это поставки техники, поставки какой-то продукции, которая может быть и некачественной, может быть устаревшей технологии и так далее. То есть это вопросы нашей компетенции. С государственными предприятиями мы работаем очень активно, плотно, будем так говорить, в этом направлении. Ну, а малое предприятие, кооперативы пока еще, так сказать, не видят в нас, в нашем лице партнера. Хотя, в общем-то, мы готовы работать абсолютно со всеми, значит, в зависимости от того, что они себе представляют. То есть вот то представление об органах НКВД, КГБ, когда сложилось мнение, что тут люди занимаются чисто подслушиванием телефонных разговоров, выслеживанием каких-то там, я не знаю, шпионов в среде, это уже, наверное, просто со временем отошло, и вот просто круг ваших обязанностей уже немножко расширился. А существует, допустим, такой вариант, что человек выходит на западный рынок и в выгоду себе заведомо делает какие-то сделки с выгодой для себя? Да, таких фактов довольно-таки много. В целом по стране. Есть конкретные примеры у нас по республике. А вот то, что касается в городе, ну, согласитесь, что вот сейчас назвать конкретно по именам, фамилиям и конкретно по участникам таких переговоров было бы, наверное, не очень здорово. Вот. Такие факты тоже есть, встречаются, они известны нам. То есть, ну, когда не дошло еще до преступления, так сказать, не нарушен закон, то есть мы здесь просто пока являемся фиксаторами. Вот. Значит, и наша задача предотвращать подобные проявления, чтобы не совершилось преступление. Это, кстати, вот одно из основных направлений вообще в целом работы органов Комитета государственной безопасности. Значит, если раньше, действительно, в 30-е годы массовое разоблачение в печати, так сказать, преподносились, у нас сейчас ведь этого нет, и мы мало встречаемся с этим.
Вот. А то, что не произошло, не случилось, не взорвалось, так сказать, это, в общем-то, наше участие и наша основная оценка нашей деятельности. Вот. Сергей Николаевич, вот то, что вы работаете чекистом, это ваша семейная традиция или вы начинаете? Нет, я бы не хотел сказать, что даже начинаю свою семейную традицию, потому что трудно сказать, по чьим стопам пойдет мой сын. Вот, я первый чекист, значит, в нашей семье. Как сложится дальше, так сказать, пока затруднее сказать. Недавно было постановление, значит, нашего президента, чтобы подключить органы госбезопасности к вопросу борьбы с саботажем в торговле, в промышленности. Как вы считаете, с чем это связано? Неужели настолько серьезно все это вышло на такой уровень, что нужно при такие солидные организации, как КГБ, привлекать к этому вопросу? И в нашем городе, если возможно, скажите, существуют ли элементы этого саботажа? Ну, вопрос очень объемный, конечно. Значит, здесь я хотел бы просто отослать телезрителей, может быть, к ответам на этот комплекс вопросов заместителя председателя КГБ СССР Грушко. Он давал большое интервью в «Правде» по этому вопросу. Ну а с чем это связано? Дело в том, что положение-то действительно по стране очень серьезное. Вот. Наш регион в целом для республики, как ворота, так сказать, транспортные, значит, представляет, является, в общем-то, ну, ключевым, что ли, особенно в зимний период. Значит, много грузов доставляется именно по железной дороге, потом по воздуху или по земле автотранспортом. Значит, и сам город нуждается, в общем-то, в той продукции, которую производит страна. И, конечно же, с фактами, ну, может быть, невыполнения закона или, может быть, попыток сокрытия материальных ценностей. Такие случаи встречаются у нас. Это прежде всего в торговле. Вот. Об этом мы рассказывали на страницах «Индустрии Севера». Вот. Ну, я полагаю, что еще, может быть, немножко позднее вернемся, даже в беседе с вами, так сказать, к этой теме, и тогда более предметно могли бы рассказать. Не допускайте... То есть факты эти есть. Угу. Вы не допускаете тот факт, что это сделано неумышленно. Просто время такое трудное, хочется что-то оставить на черный день, чисто по-человечески так. Ну, то есть это не обязательно, что вот умышленно. Оставить город без продовольствия, оставить город без бензина. Ведь решение многих этих вопросов зависит не только от нас, но и от поставщиков. Вот если здесь умысел, когда есть умысел, тогда есть преступление. Когда есть недогляд, значит, это понятно, да? Эта халатность тоже может быть расценена не очень здорово. Вот. Сергей Николаевич, наши жители нашего города, они вам в чем-то помогают в вашей работе? Конечно же, помогают. Дело в том, что органы Комитета государственной безопасности не могут существовать изолированно. Вот мы, а вот, так сказать, все остальное население. Такого невозможно представить себе, потому что какие-то вопросы возникают в том или ином коллективе, в том или ином регионе, значит, в той или иной группе людей, на том или ином учреждении, предприятий. То есть, естественно, мы идем в коллективы, идем решать эти проблемы. Может быть, мы не всегда публикуем свои подходы, так сказать, или свои посещения, но такие вот контакты есть постоянные. Скажите, пожалуйста, вот центральная пресса как-то попадали заметки, что на территории Якутии имеется очень много старых заброшенных лагерей сталинского режима. В силу наших природных условий они довольно хорошо сохранились. И вот существует такая, значит, версия, что их якобы восстанавливают, они готовы в ближайшее время начать массовый прием. Значит, лесорубов, кого угодно там. Но здесь только можно, может быть, улыбнуться на этот вопрос, на ту подставку, будем говорить, прессы центральной, которая идет. Вот. Такой информации у меня лично нет. Но вот буквально совсем недавно, в конце февраля, я был в Алдане, проезжал мимо знаменитой Васильевки, значит, даже следов человеческих там не видно и нет. Но вообще-то эта система, значит, исправительно-трудовых учреждений, это система МВД.
Вот. Но так, чтобы какие-то работы проводились на территории района, республики. Ну, возможно, кому-то просто выгодно фабриковать такое вот мнение в народе, что предотвратить их от... Согласитесь, что сейчас в последнее время запускается слишком много уток. Тем более, когда-то выходит, выплескивается на странице центральной прессы. Потом эти утки уже чуть меньшим шрифтом, так сказать, опровергаются или не опровергаются. Но, тем не менее, вот такие вещи происходят сейчас. Сергей Николаевич, заканчивая нашу беседу, хотелось бы узнать у вас, возможно, на какой-то вопрос я вам не задал, на который вам хотелось бы ответить самому. Самому? Давайте предложение. Значит, может быть, будут вопросы у телезрителей, и ясно, что вот эта вот короткая наша беседа, она... Чисто ознакомительный характер. Ознакомительный характер носила, не ответили мы на все вопросы, которые бы интересовали телезрителей. Может быть, эти вопросы будут адресованы в вашу редакцию, потом мы их просто-напросто обобщим и дадим ответ. Может быть так? То есть на сегодня вот той скрытости КГБ, она просто идет, я знаю, вот вы на странице нашей местной газеты выступали, вот у нас сегодняшняя передача идет. Той уже структуры какой скрытости, таинственности уже ее не существует. Вы на многие вопросы уже можете просто ответить, да, я так понимаю? Ну, конечно, когда это не нарушает, в общем-то, понятно, специфику нашей работы, может быть, немножко, или идет вразрез решаемым в настоящее время проблемам, задачи, конечно, нет. Угу. Ну что ж, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим телезрителям. Если у вас возникли какие-то вопросы по нашей передаче, пожалуйста, звоните нам в редакцию. Мы будем всегда рады связаться с Сергеем Николаевичем. А на этом программа ДВН сегодня заканчивает свою работу. Встречу провел Владимир Бакай. До свидания, до новых встреч.